Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как автомобиль сгорел перед продажей прямо на глазах потенциальных покупателей. Отсюда толкали, если эта машина все сгорела, это вообще... Жалость от сорванной сделки компенсировалась радостью, что купить машину не успели. Покажем, как «Мерседес» влетел в опору пешеходного перехода на проспекте Амирхана и водителя, который пытался сбежать от автоинспекторов, бросив автомобиль. А также тысячи пачек незаконных сигарет изъяли у жителя Чистополя. Это и не только прямо сейчас. «Жигули» 6-й модели сгорели вечером на улице Завойского в Казани прямо на глазах потенциальных покупателей. Ее владелец решил продать автомобиль, о чем и сообщил всем своим знакомым. На предложение откликнулась семейная пара. Цена была приемлемая – 15 тысяч рублей. Приехали издалека на автобусе, обратно планировали вернуться на машине, но, приехав на место встречи, увидели, как их мечта полыхает синим пламенем. Дым вообще не видно, только бежать воду искать. Первое, что увидели потенциальные покупатели «Жигулей», как из-под капота автомобиля, который через несколько минут мог бы стать их собственностью, вырывается столб пламени. Машина стояла вблизи припаркованных иномарок, и первое, что пришло в голову – оттолкать ее на дорогу. Отсюда толкали, если эта машина все сгорела, это вообще... Вот эта вся иномарка. Бензин мы все равно туда идет. На дорогу толкали, выкинули. Мы просто пришли, помогали люди, чтобы толкать машину туда. О предложении купить машину узнали от знакомых. На «шестерке» они больше не ездят. Цена приглянулась – всего 15 тысяч рублей. Решили посмотреть и купить, потом при случае продать подороже. Позвонил знакомый, сказал, что продается машина. Мы приехали смотреть и не успели. Она уже загорелась. Какого года машина и какой у нее пробег, они не знают, видят в первый раз. Документом ничего не смотрели. Тушили машину всеми силами, хотели спасти хоть что-то. Мы уж потушили, потом пожарные приехали. Ладно, там был человек, спросили у него огнетушитель. Он дал, потушили чуть-чуть, потом 3 пятишки принесли, тоже потушили, и потом пожарные приехали. Рассказывают, сами живут за городом, приехали на встречу на автобусе в надежде обратно уехать уже на машине. Теперь рады, что расплатиться не успели, а владелец уже решил, что будет делать с «Жигулями». На металлолом. Алсух Медянова, Константин Бушуев. Вызов 112. Один человек пострадал, 3 машины разбиты в результате одного неосторожного маневра водителя Kia Spectra на проспекте Ибрагимова. 33-летний мужчина, выезжая на дорогу со стороны одного из дворов, не уступил дорогу Volkswagen Polo. Через мгновение машины столкнулись, каршеринговую машину выбросило с дороги на разделительный газон. Kia Spectra отбросила наехавший рядом Renault Megane, после чего автомобиль предполагаемого нарушителя также вылетел с дороги и остановился на газоне недалеко от Volkswagen. В результате аварии пострадал сам водитель Kia, по чьей вине предположительно и произошла эта авария. «Мерседес» на полной скорости влетел в опору надземного пешеходного перехода на проспекте Амирхана. Водитель рассказал, что планировал повернуть с Амирхана на улицу Чистопольская, но в самый последний момент увидел, что дорога там перекрыта из-за ремонтных работ. Секундная заминка дорого ему обошлась. Водитель не сразу понял, куда ехать дальше. Он вылетел на газон как раз на развилке, снес ограждение и врезался в опору пешеходного перехода. Водитель не пострадал, но при этом сам автомобиль восстановлению, по его мнению, уже не подлежит. Бегством пытался скрыться от автоинспектора водитель Toyota RAV4, которую для проверки документов сотрудники ГИБДД хотели остановить на улице Батаршина. Требованию об остановке мужчина не подчинился и только прибавил скорость. Преследование было недолгим. Проехав несколько сотен метров, он заехал во двор, бросил автомобиль и пустился на утек. Но автоинспекторы, видимо, были в лучшей физической форме. Убежать от них 35-летний водитель иномарки не смог. У него обнаружили признаки алкогольного опьянения, но проходить тест на употребление спиртного он отказался. Теперь ему грозит лишение прав и штраф 30 тысяч рублей. «Тойота» принадлежит его супруге. Женщина вышла из дома, села в машину и заявила, что это она была за рулем. Но видеорегистраторы в патрульных автомобилях зафиксировали совсем другое. От эвакуации на штрафстоянку спасти автомобиль женщине не удалось.
Три автомобиля столкнулись ночью на улице Батурина. Там, где дорога делает крутой поворот, огибая Кремль, водитель «Фольксвагена» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся со «Шкодой Рапид». Следом в такси врезалась «Лада». Удар был таким, что обе иномарки восстановлению, вероятно, уже не подлежат. Все, тотал. Ну, желтый еще может быть, а белый точно нет. Все произошло мгновенно. У водителя такси не было даже секунды на то, чтобы попытаться избежать столкновения. Скользко, он на зимней резине, скорее всего. Поскользнулся, шипы и все. «Шкода Рапид» и «Лада» ехали друг за другом в сторону Кремлевской дамбы. «Фольксваген» двигался навстречу. Но на повороте проехал прямо через двойную сплошную линию. Через мгновение столкнулся со «Шкодой». В последнюю сзади врезалась «Лада». Остановиться у нее возможности не было. Остановка была мгновенная. То есть машины не разлетелись. Как врезались, так и остановились. Женщина-водитель «Лады» говорит, сама не пострадала, разве что морально. Авария первая, машина относительно новая. Рассказывает, версия водителя «Фольксвагена» отлична от того, что она видела своими глазами. Ну, он говорит, что его занесло куда-то там. А у меня было ощущение, что он скинул скорость и стал поворачивать налево. Такие маневры, говорят водители, тут периодически совершают те, кому лень проехать несколько сотен метров до разрешенного места разворота. Так это или нет, водитель «Фольксвагена» рассказать не захотел. В столкновении пострадал водитель такси, ему вызвали скорую помощь, но после осмотра мужчина от госпитализации отказался. Станислав Яковлев, Константин Бушуев, вызов 112. Огромный затор образовался сегодня днем на улице Вишневского из-за аварии на мосту «Миллениум». Как рассказали очевидцы, водитель «Мазды», перестраиваясь на большой скорости из ряда в ряд, не справился с управлением, задел «Ладу» и кроссовер «Хёнды», после чего остановился. Столкнувшиеся машины перегородили почти две полосы. Оставшееся для проезда место не справлялось с потоком автомобилей. В аварии никто не пострадал. В обстоятельствах столкновения сейчас разбираются автоинспекторы. «71-летний мужчина утонул в пруду села Старая Тябердина в Кайбецком районе при ловле рыбы. Он ушел на рыбалку утром и не вернулся. Родственники забили тревогу и отправились на его поиски. На берегу они обнаружили рыболовные снасти, но самого мужчины нигде не было. Об этом они сообщили в правоохранительные органы и спасателям. Сегодня утром водолазы нашли и завлекли с 2-метровой глубины тело погибшего пенсионера. Предположительно, во время рыбалки он поскользнулся и упал в воду, а рядом не было никого, кто бы смог прийти ему на помощь. 19 тысяч пачек сигарет изъяли оперативники отдела экономической безопасности у жителя Чистополя, который распространял их через городские магазины. При проверке табачных изделий стражи порядка заподозрили, что акцизные марки имеют признаки подделки, а на части сигарет их вовсе не было. 46-летнего мужчину задержали, а табачную продукцию изъяли и направили на экспертизу. Он попался в поле зрения оперативников, распространяя сигареты по чистопольским магазинам. Акцизные марки, которые были наклеены на пачки, у стражи порядка вызвали вопросы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства 46-летнего подозреваемого было обнаружено и изъято около 19 тысяч пачек немаркированной табачной продукции и табачной продукции различных наименований с поддельными акцизными марками. Всю изъятую продукцию отправили на экспертизу. Исследования подозрения оперативников подтвердили. Федеральные акцизные марки, наклеены на сигареты, были контрафактными, изготовлены не госзнаком, а выполнены способом плоской офсетной печати. Следственным отделом ОМВД России по Чистопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это производство, приобретение, хранение, перевозка и сбыт товаров и продукции без маркировки. Статья предусматривает до 6 лет реального лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей. Алсу Ахмедянова, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.